Сегодня, 5 ноября, день рассматривания старых фотографий. Мы позвали известных фотографов Якутии посмотреть их старые фотоработы и дать честный комментарий по поводу них. Спасибо, очень приятно, что пригласили. Я, честно, даже не знал, что такой день существует. Здравствуйте, меня зовут Сергей Шарин, я фотограф города Якутска. Занимаюсь фотографиями 7 лет. 7 лет. Я фотографиями начал заниматься профессионально, можно сказать, в 2013 году. А до этого просто как хобби увлекался. Сильно не думал, что я даже стану профессиональным фотографом. В этом роде. Когда маленький ребенком был, я все-таки, оказывается, любил звук затвора. То есть старые эти фотоаппараты пленочные, и я крутил и вот так нажимал. А там же затвор двигался, и мне почему-то нравился этот звук. И я помню, получается, эти моменты из детства. Особо детства не сильно помню, но почему-то это запомнилось. И меня ругали за это, то есть, видать, там пленка была, наверное, а я так крутил и снимал. Это для меня как игрушка было, А потом в студенчестве, получается, на первом курсе чуть я одолжил мыльницу, такая маленькая, старенькая мыльница, с лобовой вспышкой и на маленьких этих батарейках пальчиковых, и я снимал своих одногруппников. То есть с 1 по 5 курс я снимал, просто когда захотелось, я брал этот фотоаппарат с собой и просто все студенчество снимал. Еще и видео снимал на нем, у него режим видео был, там, конечно, ужасное качество, но все равно есть, где одногруппники за последней партой сидят, кушают доширак, там, такие моменты и фотки, и там всякие смешные фоточки. Даже есть фотографии, где мы ходили гулять с одногруппниками во время первого курса. Там есть фотография одного моего одногруппника, как он стоит, как говорится, спиной получается, и писает. Я заснял это, и потом в конце 5 курса эти все фотографии мы смотрели, получается. Всю ночь сидели, смотрели эти фотографии и прям просто очень сильно смеялись насчет всех этих фотографий. Потому что, сами знаете, когда человек идет в университет во время первого курса, у него мышление и разум, можно сказать, совсем другое, а когда на 5 курсе он уже совсем другой человек, И мы так угорали, что говорили, какие же мы были, такими сякими. Потому что фотки все-таки дают память через некоторое время. Поэтому, мне кажется, фотография это очень сильно сказывается через некоторое время. Честно сказать, первая фотография, которой был я доволен, это, наверное, я не знаю, был год 2018, может быть. Моя жена всегда говорит мне, почему я не останавливаюсь фотографировать, потому что, наверное, я себе какую-то планку задал, чтобы идти вперед. И до сих пор я не считаю себя лучшим и крутым, потому что не достиг совершенства на самом деле. Поэтому, как говорили, 100 лет живи, 100 лет учись. Я скажу это про себя. В ближайшее время я хочу поехать учиться еще на какие-нибудь курсы. И вообще было... есть желание такое, чтобы поступить куда-нибудь в какой-нибудь европейский или мирового уровня фотошколу. К этому надо готовиться, поэтому потихонечку творческие съемки делаю и все такое. Поэтому у меня, наверное, нету такого, чтобы прям я был сильно доволен своими фотографиями. Я просто доволен ими, То, что люди приносят какую-то реакцию, это есть, просто большой плюс для меня. А прям супер-супер, чтобы я там бил себя в грудь, то парочку фотографий, может быть, есть за всю свою, как говорится, карьеру. Так. Вообще расскажу про Сахи Селигер. У меня знакомая, подруга Рита Попова,
она тогда работала в Министерстве молодежи, и в этом же здании, получается, я работал, то есть подрабатывал. Это, получается, 2013 год, да? Да, по-моему, 2013 год, и я в том же здании работал программистом, ну, то есть, как говорится, такая работа была у меня в какое-то время. И я просто мимо проходил ее кабинета и такой решил заглянуть к ней. Просто так, чайку попить, там, просто пообщаться, как говорится, да. И она такая: ой, Сега, кстати, Сега меня зовут все мои знакомые и друзья, вот. Она говорит: я сейчас очень сильно занята с Саха Селигером, у нас тут кипиш и все. И потом она такая вспомнила, что я фотограф. Мы что-то разговорились, и я сказал: ну вот, у меня фотоаппарат я недавно купил, говорю, ну, то есть для себя. По идее, фотоаппарат был для себя, чтобы снимать. Она говорит: фотоаппарат, ты не хочешь пофоткать? Я говорю: я даже не знаю, я же не фотограф. Говорит: ну, просто пофоткаешь, и опыта наберешься. Ну, это так, репортаж. Я даже тогда не понимал, что такое репортаж и все такое. Вообще, я ноль. Ничего не знаю о фотографии, вообще ничего не знаю. Я, в принципе, в интернете прочитал, что такое понятие фоторепортаж и все такое. Это снять главного героя, что там происходит и все такое. И эти кадры, это вот первая ночь, и первая ночь, получается, я с пониженной экспозицией уже снял кадр парня на турнике. Там внизу стоят его знакомые, друзья, там что-то снимают. Я просто сзади подошел и снял кадр. Ну, в принципе, на фоне заката, конечно, я бы сейчас эту фотографию максимально осудил бы. Прям максимально осудил бы, потому что это некрасивые кадры, на самом деле. Просто, возможно, какая-то симпатия в то время была. Вот. Следующий кадр, ну, вот то же самое Саха Селигера. Я просто выбрал, как говорится, такие фотографии, потому что Саха Селигер — это был первый какой-то опыт работы в какой-то, то есть в команде СМИ. Там была команда журналистов, которые освещали весь Саха Селигер, и я в этой команде был, получается. И ходил, фотографировал, скидывал им фотографии для новостных, как говорится, для новостного контента. Там были другие фотографы крутые, я не понимал, что они делают, и я просто ходил за ними и снимал, смотрел, вот. И, ну, вот такого кадра это тоже... Композиция интересная, и небо очень. Ну, я бы сейчас бы тоже осудил бы. А что тебе не нравится? Немножко бы все равно, как бы... Тут есть немножко по понятию композиции, да, ну, ноги обрезал, какие-то в деталях, получается, тут из головы торчит это, вот это бы убрал, тут немножко бы отошел на пару метров назад, вот какие-то все равно же видение по-другому есть, чего бы я как бы вообще по-другому немножко бы снял этот кадр, конечно. Ну, в то время я еще как бы приблизительно учил в Ютубе, как снимать молнию и все такое, было желание. И реально была гроза во время Саха Селигера, и я снял, как бы поймал молнию. Это была моя первая молния, которую я вообще поймал. И, ну, мне тогда сказали: вау, какая крутая фотография. Ну, сами знаете, в 2013 году фотография в городе Якутске практически, мне кажется, наверное, только широко развивалась, и поэтому, наверное, этот кадр был для некоторых людей прям очень вау. За эти 7 лет, в принципе, я снимал достаточно много, и очень много, при том, как бы, вот, и практически брался за любой, как говорится, кипиш, за любые движения, которые происходили в городе Якутске. Но не всегда, где успевал, конечно, вот. Очень много семейных фотосессий сделал, очень много индивидуальных фотосессий сделал, достаточно много свадеб снял, вот. Я человек, можно сказать, ну, такой достаточно конкретный, то есть я чего-то хочу и вижу, но порой, можно сказать, клиенты не
понимают меня, может быть, не видят что-то. Если я хочу как-то по-особенному, по-другому снять, клиенты обычно такие: что? Зачем? Ну, как? Почему? Типа, очень много вопросов задают, и как бы я уже понимаю, что это люди, которые уже не могут, ну, со мной как-то снять. То есть у фотографа всегда есть в голове, ну, то есть в голове какие-то кадры, то есть понятие есть еще объективы у фотографа, там длиннофокусный, широкоугольный, и, там tilt-shift, рыбий глаз, и как бы там же фотограф же видит картину какую-то определенную другую, прям супер какую-то другую. Но люди не понимают этого, то есть клиенты порой не понимают, как ты хочешь снять. Я говорю: ну, ложитесь сюда, как бы чуть ли не в грязь, да, как говорится. Ну, конечно, специально подлаживаешь что-то, чтобы они не испачкались и все такое, но смысл в том, что они как бы не видят, и когда ты им пытаешься передать какую-то информацию того, что типа посмотрите туда, все, они такие, у них лица совсем другие, и вроде бы кадр уже не получается. И поэтому и есть понятие творческие съемки. И благодаря этому человек развивается на самом деле, когда ищет определенных людей, которые находят тебя, и ты их находишь, и круто получаются съемки, потому что они тебе максимально доверяют, и независимо, как ты их положишь, уложишь, покидаешь, там, повертишь, покрутишь, и как бы получится по-хорошему, потому что ракурс многое решает, как говорится, да, вот. В плане свадебных съемок я бы тоже сказал то, что сейчас на самом деле люди, есть тип людей, которые хотят просто запечатлеть свадьбу. Ну, им просто нужны фотографии. Порой и как бы и не супер творческие, а просто запечатлеть свадьбу, момент. А есть те, которые очень сильно хотят чего-то нового, креативного. Вот. И порой есть такое понятие, творческие люди иногда не дружат со своей музой. То есть муза, она не всегда прям с тобой под ручку, как говорится, ходит. И бывают очень крутые вещи, и в это время у тебя нет музы. До начала лета, когда пожары только начинаются и количество их увеличивается, сняли именно горящую как газету, получается, которая на новостной ленте стоит, то, что жарит, там что-то было, типа Якутию жарит, что ли, или что-то типа такого. Вот. Наша модель Аня Анюткина, она, в принципе, прям ко всему готова. Не вот. страшно было? Ну, немножко, конечно, страшновато, но, в принципе, нормально она справилась, она всегда готова к таким съемкам. Вот, тоже тут закатное небо было, тут свет хорошо падает. В принципе, ноги грязные, это, в принципе, соответствует логике вещей. Вот. И немножко, как говорится, добавляется тут чутка фэшена, то есть прям супер смысловой нагрузки тут особо нету на самом деле. Чисто красивые кадры снять на полянке, да, получается. У меня было куча проектов, до сих пор в голове очень много проектов, которые не осуществляются, потому что как бы времени порой нет и нету финансирования, да. Например, в каком театре мне дадут форму Второй мировой войны просто так, чтобы я его испачкал максимально, да, как говорится. Вот. Тут у меня модель Кристиана. Выехали мы на район, как говорится, Хатасов. Нет, ну, в общем, в том районе просто я нашел заборчик с проволокой, прям поворот не туда был, и мы реально увидели вот этот забор. Ну и классно было. Реально решили снять. Из Кристиану намазюкали максимально, как могли, грязью лицо, да. Настоящий грязь. Да, настоящей грязью. Я всегда ищу модели, которые согласны на все. То есть у меня нет такого, чтобы как-то вот неправильно накрасить, все такое. Лицо массово, растительное масло, руки максимально грязные, на лицо намазать, ноги размазать, одежду размазать. То есть
очень много съемок было, где у меня, я когда снимаю, максимально я приношу их к каким-то вот действиям. То есть не может быть такое то, что женщина на войне, она прям идеально чистая. То есть она максимально грязная, потная, страшно там разорвано все. Ну, конечно, мы тут не стали рвать, но все равно как бы девушка была как бы испачкана. Задний фон мы на фотошопе немножко прорисовали. Мы Кристиану снимали к 9 мая в честь Веры Захаровой, это якутская летчица. Вот. И по ее образом был сформирован, получается, такой кадр, то, что сумка медика, она там ползет и все такое. Вот. Сзади мой друг Ростислав прорисовал фон, то, что там идет война, самолеты летают, вот облака такие. Облака практически такие были, ну тут чуть-чуть еще дополнительно прорисованы. Да. Ага. Нет, как бы фон подрисовали немножко, а так все вот так вот было. А у нас с Наташей был проект. Проект называется «Глазами якутянина», по-моему, так назвали. Вот. И получается, мне в голову как-то пришла идея, то что... То есть, у Наташи пришла идея, это Наташина идея была, то, что вот так вот. То есть, вот так вот идешь, варежки, и у тебя вот мех такой. Наташа как-то шла и придумала вот эту идею. Я говорю, давай все, я смастерю вот это. Я там придумал штучку, куда креплять вот эту штучку, ну и, соответственно, ставили камеру на штатив, перед объективом ставили варежки, и вот эту штуку, получается, ну и снимали вот так вот кадры, то есть имеется в виду. Главное придумать, а дальше снять, в принципе, снимать можем, как говорится, все что угодно. Температура, конечно, мерзнет, в принципе, на самом деле. Как-то я в минус 50, это еще в деревне получается. Если учитывать деревню, то еще может чуть-чуть холоднее, да? Но минус 50 точно был. Я помню, минус 50 точно был, а так как в деревне, а в деревне еще, еще хуже бывает, то есть мороз еще ниже падает. И может быть и 55 было, может и 60 было, ну, я не знаю, конечно. Но 1,5 часа я бегал за лошадками, и у меня было в запасе 3 батареи. То есть первая батарея это час с лишним, 1,5 часа точно продержалась первая батарея. А так как у меня те батареи, видать, подмерзли, они у меня каждый за 5 минут уже сели, поэтому я вернулся. И когда, получается, я вытащил 2 свои камеры, у меня тогда был Mark III, Mark IV, я вытащил эти фотоаппараты, то есть затащил в теплое помещение, и они покрылись инеем, то есть камеры, модели, все их объективы, все, и я так поставил и сфоткал, получается, весь в иней такой. И вот потом эту камеру, вот эту фотку Canon у себя репостнул, Canon Россия, да. Ну, они как бы иногда постят, вот Наташины фотки постоянно постят, вот. И получается, они вот репостнули. Я такой радостный был, то что, Canon репостнули мою фотографию, потому что их камеры были полностью в инее, я написал минус 55, и там прям очень куча эмоций было, прям спрашивали, как так, минус 55, камера работает, что ли, и все такое вот. Честно скажу, то, что у меня на самом деле нету личного такого стиля. То есть нет прям стиля. То есть есть немножко такой стиль. Близкий круг людей сразу, когда видят какую-то фотографию, они могут сказать, что это снимал Сега. Потому что может быть постановка света. Я очень люблю контровой свет. То есть контровой, спереди вспышка и все такое вот. Либо большой отражатель. Это как бы классические, но у меня все равно есть что-то, я сам даже не знаю, но все мои знакомые, они узнают мою фотографию, даже когда у кого-то в другом профиле, там я не отмечен, и они говорят, это ты же снимал, твоя фотка? Я говорю, да, это именно моя фотка, вот. Но прям такой светокоррекции у меня нету, чтобы было. Я каждый раз светокоррекцию делаю индивидуально, то есть прям если даже у меня свадьба полностью, я эту свадьбу по светокоррекции делаю по их настроению, по настроению свадьбы. То есть у меня нет такого, чтобы есть один определенный пресет, и с помощью этого пресета я
делаю как бы всю свадьбу. Нет у меня такого. Каждый раз все заново делаю, как говорится, да? Очень многие фотографы сейчас в последнее время вот так вот делают. И мастер-классы проводят, где достичь фотографии благодаря какой-то обработке, и у тебя будет супер крутая фотка, да? Это сейчас очень много кто так снимает, но я против этого, потому что в свое время Энни Лейбовиц сказала, Энни Лейбовиц это одна из самых крутых фотографов мира, она сказала, то есть, если вы хотите сделать фотографию супер крутую, то вы должны сделать это с первого или со второго, ну, как бы раза. То есть поставить свет или найти свет и снять на том месте прям с первого раза. То есть не должно быть сильной светокоррекции, чтобы там чуть ли человека поменять или что-то поменять, характер фотографии поменять. Это должен быть сразу индивидуальный такой первый кадр, где четко делается. Как бы, вот. Поэтому я стремлюсь к этому. Ставить свет, в свете передать характер фотографии, настроение фотографии. Вот. Это все сразу с первого раза и куча кадров наделать на этом свете, как говорится. Но не на обработке. Вот. Стремлюсь к этой естественности. И очень стараюсь максимально поставить свет так, чтобы все изъяны человека исчезли во время, ну, то есть съемки. Я вдохновляюсь разными фотографами. То есть фотографы, которые то есть супер круто снимают звезд. Я как бы порой смотрю их работы и вдохновляюсь. А есть не особо популярные фотографы. Знаешь, их знают ребята из двора, можно сказать, да? Но, блин, они вдохновляют. То есть я вижу картинки прям четенькие. У них подписчик у этого парня там 1000 человек. Ну, блин, так классно снимает, такой свет прям снимает. И ты просто вдохновляешься от этого. И можно сказать, в принципе, вдохновляешься от мирового уровня фотографов и от обычного дворового парнишки. Потому что он тоже классно снимает, какие... А эти ребята, они снимают людей, то есть эмоции, там какие-то вот красивые кадры. А этот чувак снимает немножко природу, там возле своего двора гараж, который очень красивый такой. Ну, то есть свет такой, да, атмосферный гараж, прям четенько снимал. И ты знаешь, вот внутри такой, о, блин, классно снял, и ты такой пошел тоже снимать. Это же тоже как бы на самом деле в понятии вдохновения. Люди в основном вдохновляют. Люди, которые занимаются своим делом, то есть и радуются, и улыбаются этому. Почему бы нет? Мы с женой как бы в свое время, когда ездим по другим странам и городам, то есть когда выезжаем из города Якутска хотя бы в Москву и обратно с Москвы сюда, мы пришли к такому выводу, что каждую поездку мы будем покупать книги. Книги, которые как бы нам нравятся, и книги, которые не стыдно потом в будущем смотреть. То есть это книги о фотографии разных авторов. В принципе, потом я фотографию отправлю. Вот. И получается, каждую поездку покупаешь одну книгу. Притом эти книги не особо и дешевые бывают. Они порой стоят там и 4, и 5 тысяч. То есть, в принципе, с одной поездки 4-5 тысяч на книгу потратить, мне кажется, это очень нормально. То есть, классно. То есть, можно по интернету заказать, но приятнее, когда ты едешь куда-то, и потом эта книга остается в памяти, типа такого. Мы ездили в Каппадокию, и там, в Турции, в Стамбуле купили вот эту книгу. Ну, типа, классно. То есть, тоже память. Память о том месте, где-то были. Вот так вот. Тем людям, которые только начали фотографировать и пробуют себя, я бы сказал, снимайте очень много. То есть практика — это очень важная часть фотографии. То есть не может быть такого, что человек без малого количества опыта, он чего-то достигнет. То есть работать. Я практически всех фотографов, кого я знаю, которых хороших фотографов, они все очень много работают. То есть стараются, что-то делают, придумывают, готовятся к съемке. Прям это очень много надо действий сделать, чтобы что-то приготовить. Вот. Есть ребята, которые вот собирают команду. Это тоже классно, да, когда команда есть стилиста, визажиста,
фотографа, чуть ли не продюсера, который все готовит. То есть приходит фотограф, чуть ли там говорит, улыбнитесь и нажимает кнопку. Да, ну, а после этого он считает себя крутым фотографом. Я считаю, что это неправильно. То есть фотограф, он должен вести все с самого начала. То есть он должен и быть продюсером, он должен быть видеть и свет, он должен видеть световые коллаборации с задним фоном, передним фоном, с одеждой человека, с лицом человека, эмоциями. Это все должен он сам видеть. Это моя точка зрения. Конечно, легко, когда есть команда, которая тебе очень сильно помогает, но если ты один хочешь чего-то добиться, то ты должен много чего знать. То есть учиться, очень много практиковать, развиваться в этой сфере. Поэтому очень много практикуйтесь. В принципе, если у вас есть какой-то дар, как говорится, ну не дар, дар слишком звучит, вот, талант, да, талант, скорее всего, ну, может, ну, в общем, если что-то есть, то будет получаться легче, а если у кого-то чего-то такого нету, то надо очень много трудиться и стараться.